Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Дмитрий Тамыров. В августе 2020 года в дежурную часть Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение о том, что в районе паромной переправы Даркылах на причале произошел конфликт между одним из руководящих работников компании «Лорб» и сотрудником электромонтажной организации. Причиной конфликта оказалось определение территории, а именно место причала, откуда у каждой организации швартовались бы и отходили паромы. Подозреваемый, избивший электромонтера, был незамедлительно задержан, и сегодня против него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый причинил средней тяжести вред здоровью потерпевшему согласно медицинскому заключению в виде ссадин, синяков и в том числе перелома пястной кости руки. В настоящее время отделением дознания Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Якутии в отношении несовершеннолетнего администратора социальной сети возбуждены уголовные дела о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте регионального МВД. Так, в столичный отдел полиции в начале текущего года обратились родители 3 несовершеннолетних с жалобами на сообщество в одной из социальных сетей, где были размещены оскорбительные посты с фотографиями их детей. В ходе проведенной процессуальной проверки дознавателями установили достаточно оснований для возбуждения 3 уголовных дел о вымогательстве. Полицейские установили личность администратора сообщества. Им оказалась 16-летняя старшеклассница одной из городских школ. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних МУ МВД России Якутская подготавливается материал для направления в Роскомнадзор для принятия данным ведомством мер по блокированию данного сообщества в социальной сети. В Нюрингринском районе продолжается акция «Осторожно, мошенники». Так, полицейские района рассказывали прохожим и участникам дорожного движения о наиболее распространенных способах обмана и вручали профилактические памятки. Стражи порядка в очередной раз напомнили нюрингринцам о существующих мерах предосторожности от мошеннических посягательств, отдельно отметив, что нельзя ни при каких обстоятельствах называть собеседнику данные своей банковской карты и коды из СМС-сообщений. Полицейские призвали жителей Нюрингри быть осторожными при общении с абонентами, звонящими с незнакомых номеров, и не давать мошенникам ни малейшего шанса ввести себя в заблуждение. А теперь перейдем к происшествиям за пределы региона. В Северодвинске Архангельской области проводится проверка по факту захвата заложника. Так, рано утром вооруженный неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу микрокредитной компании. Злоумышленник сдался в ходе переговоров с сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной захвата стали долги мужчины перед компанией. Как сообщили в ведомстве, у мужчины изъяли обрез охотничьего ружья и патроны. Отмечается, что девушка, взятая в заложники, не пострадала. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Я говорю, нет, я заревела, говорю, все, нет, я не могу, пожалуйста, не нужно. Я говорю, чувствовать себя буду некомфортно вообще тогда. Он ладно, хорошо, говорит, если был бы мужик, я бы начал пальцы отделывать ему. Он достал эти щипцы, сел опять на это же сиденье, напротив, получается, мне как бы не так страшно, когда у него лежит вот здесь оружие. В руки брал это оружие? И когда уже начали появляться... Да. Он пересел около меня, да, и уже взял как бы напротив меня оружие в руки. Денежные средства требовал какие-то? Нет, вообще ничего. Я даже ему уже говорю, давайте, я говорю, я закрою вечно ваш займ, говорю, он сказал, мне от тебя денег никаких не надо, мне от вас даже денег никаких не надо, у меня есть деньги, говорит, мне денежные средства вообще не нужны. Житель Республики Тыва, преследуемый полицией, попытался избавиться от перевозимых им наркотиков, высыпав содержимое мешка на дорогу. Об этом сообщает МВД Республики Тыва. Сотрудники ГАИ заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения. Его водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться. Во время погони пассажир попытался избавиться от наркотиков и стал выбрасывать их из окна. Полицейские выстрелили по задним колесам автомобиля, и машина съехала на обочину. Правонарушители были задержаны. Установлено, что пассажир, 43-летний житель Таджинского района, причастен к незаконному обороту наркотических средств. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело, а водитель привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на ребенка на улице Механической в Новосибирске. Об этом в четверг сообщили в Управлении Следственного комитета Российской Федерации Новосибирской области. Инцидент произошел во вторник, 9 марта. Видео нападения появилось на днях в социальных сетях. На нем видно, как животное вцепилось в лежащую на землю 7-летнюю девочку. На помощь ей пришли проезжающие мимо двое мужчин, которые подняли ребенка и отогнали пса. По версии следствия, происшествие могло произойти в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками Новосибирского центра по проблемам домашних животных. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.